Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Аллейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Низко преклоняюсь перед своим народом и могу здесь ответственно сказать, я все сделаю, чтобы обезопасить этот народ. 17 лет со дня отмены контртеррористической операции. Об итоге самом важном и судьбоносном событии в истории Чеченской Республики расскажем в нашем материале. Общими усилиями. Сейчас идет активная разгрузка партии гуманитарной помощи, которую принимают волонтеры. Этот склад служит логистическим центром. Отсюда помощь будет оперативно и адресно распределяться среди нуждающихся. Ахмед Дудаев прибыл в Дагестан, где координировал доставку гуманитарной помощи и пообщался с представителями местной власти. Акция добра. Выражаем огромную благодарность и признательность Чеченской Республике, ее руководству и всему народу, многоуважаемому главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и его сыну Адаму Кадырову. В секторе Газа доставлена гуманитарная помощь для медицинских работников от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров в своем социальных сетях поделился новыми кадрами успешной работы чеченских подразделений. В Константиновском направлении аэроразведка 78-го мотострелкового полка «Северо-Ахмат» совместно с военнослужащими 4-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца выявила передвижение 3 неонацистов среди городской застройки. Координаты были незамедлительно переданы ударной группе БПЛА для нанесения огневого поражения. Наши дроны камикадзе с точностью пробили укрытие врага в 5-этажном доме, не оставив живой силе в ВСУ ни единого шанса на спасение. 17-летие со дня отмены контртеррористической операции празднует субъект. 16 апреля 2009 чеченский народ получил возможность жить в мирной и современной республике. И наш регион вступил на путь устойчивого развития, мира и процветания. Эта победа стала возможной благодаря мудрой политике руководства и стойкости чеченского народа. О судьбоносном событии расскажет мой коллега. Да, это коридор, а вот наша спальня. Второй этаж. А вот это вот кухня. Режим контртеррористической операции был введен в сентябре 1999 года, когда федеральные силы были вынуждены дать отпор международным террористам. Везде царил хаос, каждый день был пропитан страхом. Блокпосты, проверки документов, комендантский час, зачистки. Население было расколото на группы и кланы. Люди замерли в ожидании чуда, и оно свершилось. Перемены наступили с приходом на пост главы администрации Чеченской Республики национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Взяв на себя ответственность за народ, он даровал самое необходимое – веру в лучшее будущее. Я низко преклоняюсь перед своим народом и могу здесь ответственно сказать, я все сделаю, чтобы обезопасить этот народ, первое, и чтобы его объединить. Чеченский народ во главе с Ахматом Хаджи и Рамзаном Кадыровым отправили на обочину истории и террористов, и, так сказать, бандитов, да, и представителей, так сказать, разных спецслужб западных, которые их поддерживали, и так далее. И сегодня мы эту так называемую антитеррористическую операцию на всех фронтах продолжаем до сих пор. Мы ни на секунду не прекращаем эту войну с сатанизмом, войну с международным терроризмом, что и делают сегодня наши ребята в районе проведения СВО. И дальше будем продолжать эту борьбу, так как эта борьба ведется в рамках нашего великого пути Ахмат Хаджи Кадырова, Далгазут Обалдольцун, нашего первого президента и героя России. А этот путь вечен.
он будет идти до тех пор, пока существует чеченский народ. Путь, который избрал Ахмад Хаджи, продолжил его сын. Будучи молодым руководителем, Рамзан Кадыров сумел убедить федеральные власти в том, что Чеченская республика встала на мирный путь развития, а отмена режима КТО будет способствовать дальнейшей стабилизации. 16 апреля 2009 года высшее руководство страны приняло это судьбоносное решение, которое справедливо считается Днем мира. Дня отменен режим контртеррористической операции. Решение об этом принял Национальный антитеррористический комитет. Особый режим, который действовал в регионе последние 10 лет, был снят в полночь. Это означает отмену прежних ограничений, в частности, особого паспортного контроля и особого режима работы транспорта. Закончилась контртеррористическая операция. Это значит, мы выиграли терроризмом, ваххабизмом, выиграли борьбу и навели конституционный порядок. На территории Чеченской республики главенствует закон и будет главенствовать. Мы часть территории России, у нас действует закон Российской Федерации, мы будем соблюдать Конституцию Российской Федерации Чеченской Республики. Это для нас очень приятная и радостная весть. День отмены КТО – великий день. В деятельности Рамзана Ахматовича очень много созидательного, прежде всего, это восстановление республики. Но среди них это то, что он добился отмены КТО. Только тот, кто в начале 21 века жил и видел ту тяжелую обстановку, которая была в республике, когда это КТО мешало и нормализации обстановки внутри республики, и развитию экономики, восстановлению республики. Все это было преодолено благодаря тому, что Рамзан Ахматович прежде всего создал основу, фундамент для отмены КТО своей созидательной деятельностью. И для людей, которые тогда все это до этого видели, вынуждены были терпеть, и тех, которые видели, что после, это большой день и еще одна веха на пути созидательной деятельности главы нашей республики Рамзана Ахматовича. Решение способствовало восстановлению всех институтов государственной власти и стало официальным признанием окончания войны. Глава республики назвал его точкой отчета новой эпохи развития региона. Слова Рамзана Кадырова можно считать пророческими. Это была действительно переломная дата, за которой последовал взлет развития Чеченской республики, поразивший весь мир темпами своего восстановления, и все самые смелые мечты молодого лидера начали воплощаться в жизнь. С отменой контртеррористической операции в республике пришли инвесторы. Началась эпоха масштабного строительства. То, что мы видим сегодня, строящийся современный аэропорт, новый район имени Владимира Путина и другие значимые объекты, стало возможным благодаря тому самому решению 17-летней давности. 70% Грозного было в щебне. То есть пыль, порошок, цемент, все разрушено было там. Да. 70%. 30% повреждено и требовало капитального ремонта. Республика, несмотря на все тяготы контртеррористической операции, вела строительство, восстановление. И произошло то, что довольно часто в практике, политологической практике последних лет называют чеченским чудом. Что мы в это вкладываем? А то, что нигде, никогда в мире полностью разрушенный полумиллионный город не восстанавливался за буквально считанные годы, 6-7 лет. Сейчас такого города нет, я бы сказал, не только во всей России, но и рядом, в странах рядом с Россией. И вот произошло это благодаря деятельности Кадырова, команды Кадырова, благодаря помощи Российской Федерации, благодаря тому, что президент Российской Федерации лично следил за ходом восстановления. Вот произошло то, что произошло. خذ دون تخذ داخل صندة تخذ نقشي شو دات عدوق وزندات عليه
«16 апреля – это не только День мира, это День победы добра над злом, милосердия над жестокостью. В Чеченской Республике проходят массовые политические и культурно-спортивные мероприятия международного уровня. Ну а Грозный стал одним из самых динамично развивающихся городов России. Режим контртеррористической операции – это страница, которую невозможно вырвать из истории Чеченской Республики. Но можно и даже необходимо перелистнуть, чтобы строить будущее, свободное от страха. Будущее, где каждый сможет жить в мире и согласии. Ахмед Рамазанов, Шамсудин Жабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся круглый стол с участием ветеранов боевых действий и представителей Росгвардии ко дню отмены контртеррористической операции. Мероприятие организовано молодежным правительством при поддержке Министерства по национальной политике, внешним связи, печати и информации. Участники говорили о важности исторического для народа решения Национального антитеррористического комитета от 16 апреля 2009 года, которое стало отправной точкой для восстановления мирной жизни и развития региона. Завершилась все церемония награждения. Благодарственные письма и памятные награды вручили всем присутствующим. Как отмечает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, отмена КТО стала возможна благодаря курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазут Обалдольцун и при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Региональное руководство с первых дней бедствия помогает не только местным гражданам, но также и соседям братскому народу. Пострадавшие от наводнения районы Дагестана направлена очередная гуманитарная помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Доставку груза координировал вице-премьер субъекта Ахмед Дудаев, который встретился и пообщался с жителями и представителями власти. В поездке делегации из Чеченской Республики принимал участие Рамзан Абоев. Ему слово. Генераторы, насосы и мотопомпы в партию гуманитарной помощи от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вошло самое необходимое. Эта техника критически важна для оперативной ликвидации последствий подтоплений. Здесь наши братья работают, как видите, волонтеры с различных сел. Они приезжают каждый день. С первых дней, можно сказать, они все работают, машаллах. У нас села хасавюртовские друг другу эстафету передают, и каждый из село выходит и работает, помогает нашим братьям. Переданное оборудование поможет восстановить инфраструктуру и наладить быт в наиболее пострадавших селах Хасавюртовского района. Доставку гуманитарного груза координирует вице-премьер-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. هذا تخبر فيه شوش أسبوع هذا الرئيس خوش شو ريسبوبليكا بيع ريسبوبليكا بيع عاش فهو خوش توك شو الرئيس خوش شو بقى قلنا تعدل خداش شو بقى شو مش حاصل شيء عملت ده هو دي كان فيه وقت شارك لي نوم تقوى ولا قضاء ده موضوع كده معاوي Помимо техники, фуры доставили гуманитарную помощь с продуктами: питьевую воду, чай, сахар, печенье, конфеты, пюре и лапшу быстрого приготовления. Сейчас идет активная разгрузка партии гуманитарной помощи, которую принимают волонтеры. Этот склад служит логистическим центром. Отсюда помощь будет оперативно и адресно распределяться среди нуждающихся. Проливные дожди в конце марта стали причиной масштабного наводнения в Дагестане и в Чеченской Республике. Оно стало рекордным по количеству осадков за 100 лет. Наиболее серьезный удар стихии принял на себя Хасавюртовский район. В местной администрации Ахмед Дудаев проводит встречу с представителями республиканской и муниципальной власти Дагестана. Приехали с братской помощью, с братской поддержкой, чтобы все национальности видели, что мы рядом, что мы всегда друг друга поддерживаем в трудных ситуациях.
Мы знаем, с какими природными катаклизмами столкнулись наши регионы, Дагестан, Чеченская Республика. Много пострадавших. Мы говорим, альхамдулиллах, со всеми трудностями, проблемами мы вместе справимся. Мы братские народы, кто бы что ни пытался говорить, как бы ни пытались разжечь межнациональную, межконфессиональную рознь, как бы ни пытались наши различные недоброжелатели расшатать этот межнациональный мир, стабильность, тем не менее мы этому не позволим случиться. Мы братья, мы соседи, которые всегда друг друга и поддерживали, и будем поддерживать. Мы убедились, что да, на самом деле здесь все организовано на высоком уровне. Профильные руководители организации, они детально в курсе всех проблем каждой семьи, можно сказать, каждого человека, кто где находится, кто в чем нуждается, у кого какая беда, кто потерял имущество, временное размещение, фиксация ущерба. То есть все эти рабочие процессы, они на контроле, в частности у Багаудина, он нам подробно это все объяснил, что для нас очень приятно, это радует. Здесь, в Хасаюртовском районе, в некоторых населенных пунктах преимущественно проживают и представители нашей национальности. Поэтому глава республики Рамзан Ахматович нам поручил выехать сюда в очередной раз, посмотреть, поинтересоваться, где, чем мы можем поддержать наших братьев в плане оказания помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. Да, в Чеченской Республике тоже, я вот рассказывал братьям, у нас в республике тоже есть последствия этих природных явлений. Есть пострадавшие, есть затопленные дома, разрушения, дома, мосты, дороги, социальные учреждения. Точно так же здесь, в Дагестане, мы видим, наблюдаем, беспокоимся, переживаем за наших братьев. Братство чеченского и дагестанского народов доказано вековой взаимовыручкой, отметил временно исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религии Дагестана Темирлан Абуталимов. Спасибо большое, Ахмед, за теплые слова. Спасибо большое, что Чеченская Республика оказывает помощь. Такие трудные времена для нашей республики, для нашего района. И на самом деле вот, поймал себя на мысли год единства народов России, но для дагестанского и чеченского народа это, наверное, каждый год единства, потому что мы братья. И в твоем лице, Ахмед, спасибо большое, огромную благодарность выражаем всему чеченскому народу, что в такие трудные времена помогаете. На самом деле нам очень приятно. И мы всегда рядом, в свою очередь, мы тоже всегда готовы поддержать чеченский народ. Спасибо большое, что приехали. Спасибо большое, что помогли. Сотрудники районной администрации делают все возможное, чтобы помочь каждому, кто оказался в беде. Сейчас в оперативном порядке формируются списки пострадавших. Это необходимо для получения компенсации. В первую очередь хочу сказать слова благодарности Герою России Рамзану Ахматовичу, который один из первых позвонил главе республики Сергею Алимовичу и сказал, что я могу сделать для своих братьев. Несмотря на то, что в тот момент Чеченская Республика тоже подверглась стихии непогоды. И первые же колонны, которые гуманитарного груза были, они были в Чеченской Республике, Ингушетия, Осетия, весь Северный Кавказ. Всем большое спасибо, Аллах Аллахин, за то, что вы приехали, садаға сделали и помощь оказываете. То, что вы поддерживаете душой и сердцем, открытым сердцем, это для нас очень много значит. Председатель Совета старейшин чеченцев Дагестана Ханпаша Абреков передал слова искренней благодарности за оказываемую помощь. Мы братский народ, мы все мусульмане, нету национальности, есть мусульмане. Поэтому этот день мы очень рады видеть вас на этой нашей земле, на легендарной земле Ауха. بركل ديل راسك اشتالي دعاء اشتالي تخلي خديوش وي باتشا رمزان حجيج مارشال وي دحل باتشا احمد حجدال غازو قابل دول فوندا كوبل ايمان نسيونا ديل راسك ودال ديكن سبيقن بول كوزاحدون وي نوختي شون دعدش شون شو ديل ديوش شون وي باتشا ويوش شون ديل راسك ودال ديكن سبيقن بول
Здесь также наградили настоящих героев, водителей фуры и экскаватора. Рискуя собой в бурном потоке, они вызволили из ловушки стихии людей, включая детей. Кадры спасения мгновенно разлетелись в интернете благодаря очевидцам. Указом главы Чеченской Республики за проявленный высокий уровень гражданской ответственности, исключительное мужество и самоотверженность при спасении жителей в условиях чрезвычайной ситуации, происшедшей в Республике Дагестан, награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Абдулбариев Саламбек Мунсуарович, водитель фуры. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Закаев Исхан Мусаевич, водитель экскаватора. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович. Дополнительный склад развернут в подвальном помещении администрации района. Отсюда собранная помощь распределяется среди пострадавших. Здесь идет фасовка непосредственно о том, что я говорил, продуктовых наборов, которые вечерами разводятся непосредственно. Это силами молодежного центра, волонтеров. Здравствуйте, добро пожаловать. Молодцы. Вот такие вот продуктовые наборы собираются. Каждый день 500-600 продуктовых наборов разводятся детям. И есть продукты, которые быстро портящиеся. Там, например, позавчера 130 тушек барашек нам отправили. Мы 2 вызвали, сказали, разберите, рубите, быстро занесите. Это уже оперативно. А это те продукты, которые можно держать. Здесь у нас сложен резерв. Генераторы. Рассказывал. Да, генераторы, стройматериалы, постельное белье есть, одеяло есть. Это мы все держим в плане того, по мере необходимости выдается. Приехал человек, говорит, это нужно, выдается, чтобы не заваливать. Восстановительные работы в Адиль-Атаре идут полным ходом. Спасатели и местные жители объединили усилия и слаженно работают бок о бок. Ахмед Дудаев лично оценил ситуацию и пообщался с сельчанами. Временно разместить Üstüne ist was so man weiß sagt der Stuhlheit ist wir kadar وين رمضان عشتدلن طول صونها خذ قابل شوي وجهش نيجر üstek حج يعمل حياة يزع توكا جنراتور يزع سريتلنا instrument يزع üstek خذ حياة ودي اللي رمضان عش طول صونها وما بوخ بور عيد لو بيشبل بول بوزر مو خذوا حجر ليش حدا يحكي در ويسار وش كتير ريون administracja بقدر شوين حاجة نجا إيش خذ قايول problem كورسي بولش وقعت إخواتين طول عيد الباوي Ora yurtayol problem hokka glava administratsiya tosani der etchwa. Hora ve современно hokkar переселить винок боксан суншин ve шуй гервен глава района. Каждый чун проблем еще в процессе решения hora на диавелше махул давлет вольш. Сахум тест дутурдоч. Ишт айдел дуй хобу ада гервен. Дана дерез гелвейцер. Но тем не менее ve зайне ахирду hokka ислам ve представитель شو سوازي عويها وين هقير دا ولا دا هقر إمام ولا ويقدروا شو من تها ويملغنا واستدير دو دا خشي عيد البارمع هو يقش باش حالتي عرسي عشي عيد البارمع سنساتيش процедур школ يختبال خل إشاعك ذا فيكسير وقتيد أتورد التيد حياني والكميسين دا إذا وزشت التديد يخلوا الأشرم ينول فيكساتي
تنا عيدل بارميات عجيم خنيول يبلش بيشتغل ملاحوي يبلش وش اشتا نكنترولي بول شو قابل ده خنا وشتي وداغستان عيدل بل وش بول قوي سرتيز عاني عدلش فازي عدلش ويقدلش جانا وصل ديش يبلش بولش سفروجدات بير بويت انا هم انت عشوق تست دتردات وين خوش دقه بقى بيش ويقوم تعداقدو شوف وداغستان عديش شو يحيولش ميردولش دونالدولش بيندولش نوخشي غير قلق بوغدوهوش تاقا شيداي باق لات نوخشي شوا دول حالتون ساقتيش تاقا وي ميخدا نوخشي شو رمزان عجلوقا ويشتنا واسطي دول شوق عشدوي وين خشتوشون تانا سيكوندنا وي ميخدا ديتل داق صوصا مسرقد تدلن دي قردو يل بروچينيو يوشوك حوش خل حدوخ خل وقور حلقه مكش ووش تقولا يد عقلغن تقولا تونا وصل ده يا ملت حامت مخليت ال تدلن دي قردو رمزان عشون سقط دي شوي ويدا دوزت قايشتن بروچيني تن حدا يحكندو وقور حل بوعد العيد و بيش بول حوس اتو حوس حوس قدا ترس ويز اخردو شغل تست دوز جيتون خش حق تجي قبول اسلام مرز قرطميل دشي قطعيا مل حياه قزغا وعي المت باش ايش حال دات با ويكسلان اسلام حال خلقه строительный инструмент шоққа езерек таттыштумяет нерқо перечен иза вай хадоқ швайт хайен қи хая трю тулсоныға қархабо хоқаша оқшай юрта да қаюр қайды колон хақайт чане вайгдалуштоға осталдиду ташик ваят да дел белш пушабек да вайн дикен буртил дал дикен мет қуатвай да шудал духуда вайла ваягена дат وإذا دوح حدا جينا ده سمعت ده شون سجت بيشوا تاقا وي فونديرا عمل حاجة صرخ ده الأزوات قبول صرخ الفونديرا ملك يشتلهم حدا شون يشوك حاجة دعوة اشتدل بيقى Ситуация находится на личном контроле Рамзана Кадырова, и пристальное внимание к происходящему тому подтверждение. Местные чеченцы искренне благодарят главу за поддержку. Дал беком болбшун дикан чагор. Амин. Дал собр шуна хона масана лол. Амин. Духр حبين كان كوزع بقدر قالش دوق ديرخر بعرف ديرخر. خل حال دل الحمد لله. دال قيختم حركه بان ويبقى رمضان حاج. ورسا بان دال قيختم. Ака кедон камш у Дагестана адон хаз орц дел рез хол дал дикенс беком был. В мечети Тутлара организовали пункт приема заявок от пострадавших. Люди уже начали получать единовременную материальную помощь. Прямо на основании этого заявления оформляют заключение для получения выплаты единовременной материальной помощи. Первое. Выплаты уже начались. Да, выплаты начались. И второе за утерю имущества. Частично 78, полностью по 156 на каждого члена семьи. После разрушения, вызванных непогодой, фонд Кадырова неоднократно отправлял помощь в Дагестан. Даже несмотря на то, что Чеченская Республика сама пострадала от сильных паводков. Свой вклад внес и чемпион UFC Хамзат Чимаев, который отправил 7 фур гуманитарной помощи. Это более 30 тонн продовольствия. ده ديزاجا وجور حال ويدال خستن بو شلوغ صبريه تجيم وي صبريه خلچانه وجري اتدي عوي برت خل تجيم صبريه دولش صبرت بولش ووشي لدوخش دولش اس هوند بو الشي اش تا خل كيرت تخواتنج متي نخ اش كيغب اش ليبه نا انو احتدونش بيتنش درجه элдич дәрежеде заинтересованы нахол до ариан сатхойшин ашайтан шол интернет чумш куш киек хол танах провоцировать багерч така интернет чуа хакан цади ашго да цош ара бисин така хакан я мала я цбош тахумш дәржо герч нахол اتس نير تير элдич это доле те вайт ажим собур дольша шухоран хадиезага شهورني أدرس مستك خزع прописаны مستك прописаны وش عشخلة إزرايون أدمنستراتة سويشان عطون جنگ هورن شور ملو سمع دوزل تاق مش ماري نص تيغن مسيو تير مس دوزل خو حق مس دي مس شارلهم خاش لقصان مس من سما بوش وان هورن problem خاشون
ويبرع تورن خلول وشربش فيكساتياش كميستس بوغا بين خدعة دال ملعا دلوش دولنا وصل ديدو ويأردو المحبيت ويش باس تاقا هقع بيرش بولا وينوخشي عوداقستاني بيرش شاسنستي قيتش بيرش سن دائما يحيولش دائما ميرا بولش دونول دولش غير قوق دولش تاقا نوخشي غلق بوصل بولش نوخشي غلق تاقا خلوت اخواتش معبيتش تاقا دوغن حيش تتاقيتنا وي خداع دال ملاعش تاني ووش زعني عدولش برت بولش صبري دولش تاقا واش تانجا ليتسا دوتش جيم ساتور دوي تاقا ات ساتور زمان شو اسم بوه يا امال يوش دولهم ويدال ملا خلو تردو جيم وي ساتوخ چنا دال ملا عيدل بارمعا هورنا دديش دولنا وصل حقاچتا ويقدلوش دول قهوه غردو كويستا ويقدلوش بيلش بي ممستا جيم صبري خلديس كوي نا وستا وي هوندوت ووش قحچا دو دي مساله مولس حستغ اتع فيديو يرقح نوقر تزودري اربل وغدا عار الزات سبيساتن فيديو يوشات ويقص واجع دو قريون تاقا قوزغا ول او يرتر قيد ولا تاقا يرت دا ميچاو ما سارت واجع دو представитель قويك شابك واجعو وتعارض الانترنت شو فيديو يحقن معبيت يشومداتشون وانا هورن لازم خوشتو هورن هو تعوات دلا خوشتو ساعتسنا يتروات ويدال الله حقا يشك دا دوزيتا حق بوغا دول عيد وبيش بول مو بيش بو حاج صار هنا وصل يش حاج شك ايش سلام ما شاء الله قاعدي رمضان عشر وشين ديل دير ويدال ملا جينا عادات زاني اخر دو ويقدروا شمنتي عدال ملا سما اخر دو كويس. Сами жители благодарят за помощь в трудную минуту. Очень важно для нас, это гости наши. Они пришли по зову сердца. Собственно, беда, которая случилась с нами, и не только с нами, во всем Дагестане, паводки. Разрушение наша сила полностью зацепила. Большое, огромное спасибо. В Дагестане, как и в Чеченской Республике, действует федеральный уровень чрезвычайной ситуации. На пике паводка вода поднималась до 2 метров, а мощный поток буквально вскрывал дорожное полотно. Ликвидация последствий продолжается. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Гуманитарная помощь из Чеченской Республики продолжает поступать в сектор Газа, где страдает палестинский народ от израильского огнета. Волонтеры распределили продуктовые наборы для врачей больницы «Рантис». Акция реализуется при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробности у Турпала Алита Исумова. Профессия врача – одна из самых полезных и благородных. Команда волонтеров Газы занимается распределением набора продуктов для 100 докторов больницы «Рантис». Благодаря акции, инициированной региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, помощь получат в общей сложности 500 человек. Также врачам Газы организована дополнительная выплата заработных плат каждые 3 месяца. Это пожертвование от жителей чеченского народа жителям Палестины. Просим у Аллаха благословения правительству Чеченской Республики и благородному чеченскому народу. Да не спошлет Всевышний вам изобилие добра и щедрости. Рука помощи, протянутая вами, очень важна для нас. Это счастье, когда наш братский народ не остается в стороне. Спасибо. От волонтеров и жителей всегда звучат слова благодарности в адрес руководства Чеченской Республики за постоянную помощь в такое тяжелое для них время. Выражаем огромную благодарность и признательность Чеченской Республике, ее руководству и всему народу, многоуважаемому главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и его сыну Адаму Кадырову за эту помощь, которая адресована больницам и врачам Газы. Да одарит вас Всевышний наилучшими благами. Продукты, медикаменты и другие виды гуманитарной поддержки поступают нуждающимся людям в Палестине на регулярной основе. Турпал Алита Исумов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Делегация гимназии города Казани с рабочим визитом посетила образовательные организации Грозного. Первой точкой маршрута стала 39-я школа. Делегации представили систему
наставничество, где старшеклассники помогают младшим в проектной деятельности. Также продемонстрировали работу медиа-студии. В 42-й школе коллегам презентовали проект «Наутилус» – многофункциональную образовательную среду, направленную на развитие учеников и учителей. По итогам визита гости высоко оценили уровень организации учебного процесса в республике и договорились о дальнейшем профессиональном сотрудничестве. В Грозном прошло обучающее мероприятие для представителей индустрии гостеприимства. Организаторами выступили Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с одним из выдающих сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Участникам рассказали о современных подходах к работе с онлайн-туристическими агентствами. Эксперты отрасли поделились актуальной аналитикой и практическими рекомендациями. Мероприятие стало важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона. В этом году мы пошли немножко другим путем. Мы создали региональную экспертную комиссию, которая будет готовить необходимые документы и необходимые скрипты, скажем так, для линейного персонала. Над этим мы сейчас активно работаем. Уже буквально вот в апреле, в начале мая мы, наверное, презентуем те документы, которые мы разработали для гостиниц 5-4 звезд, для ресторанов. Если говорить про сервис бронирования, то как раз-таки сегодня мы находимся на презентации компании «Островок». Это агрегатор, который позволяет людям найти удобное жилье в виде гостиницы, базы отдыха и так далее на территории всей нашей страны. И не только, и в частности на территории Чеченской Республики. Сегодня они презентуют свои новые продукты, расскажут тем объектам, с которыми они уже работают, что нового они могут предложить, какие инструменты продаж они продвигают. И, соответственно, пообщаются с объектами, которые еще не работают с островком, о тех преимуществах, которые они могут получить благодаря взаимодействию. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.